Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы выпуска. Еще одна угроза здоровью. Укусы клещей фиксируют больницы в Якутске и 4 районах республики. Летние каникулы только начались, и многие школьники Ленска хотят провести их с пользой. На станции юных натуралистов организованы трудовые бригады. Песах Туймады отменен, но главное спортивное событие в рамках национального праздника состоится, когда и где пройдут игры Дегына. За минувшие сутки в Якутии еще 100 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Наибольшее количество новых случаев заражения в Якутске – 61, по 7 заболевших в Мегиноконгаласском и Хангаласском районах, 5 случаев в Усть-Алданском, 4 в Верхневилюйском. По 3 случая обнаружили в Алданском, Амгинском, Ленском и Нерюнгринском районах. Еще в 4 районах заболел 1 человек. Почти 2500 исследований на ковид провели в регионе за сутки. В Якутске сегодня 202 409 вакцин различного профиля. Сегодня мы получаем еще 1500, которые будут распределены по районам нашей республики. Первую вакцинацию за весь период получило 180 837 человек. Помимо этого лица старше 60 человек 40 682 человека. Во вторую вакцинацию, то есть полностью вакцинировались уже 125 656 человек. В том числе лица старшего возраста завершили вакцинацию 31 250 человек. Таким образом, использовано 88,8% вакцины, поступившей на территорию нашей республики, и мы продолжаем вакцинальную кампанию. Мы точно так же призываем всех получить вакцину в любых пунктах, которые приближены к вашему дому. Сегодня можно провакцинироваться как в медицинских организациях, мобильных пунктах, и кроме того, можно пригласить вакцинальную бригаду к себе на производство. Еще одна угроза здоровью. 42 укуса клещей зафиксировали больницы в столице и 4 районах республики. По сообщению пресс-службы управления Роспотребнадзора по Якутии, больше всего случаев в Нерюнгринском районе – 14, 9 укусов в Алданском районе, по 7 в Якутске и Алекбинском, 5 в Ленском районе. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями не зарегистрирована, говорится в сообщении. Все пострадавшие получили укол иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Всего против клещевого энцефалита прививки получили около 1500 якутян. В Татарстане открылась выставка инновационных проектов «Сахай Innovation». Она базируется в IT-парке города Казани. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Якутии Айсен Николаев. На Волгу из нашей республики приехали резиденты IT-парка Якутска. Всего это 12 инновационных компаний. Они предлагают уникальные разработки в сфере медицины, обучения персонала, анимации, производства и компьютерных игр. Также в рамках выставки Мининновации Якутии и Минцифры Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит установить прямые контакты в области цифрового и инновационного развития регионов. Для того, чтобы еще быстрее развиваться и идти в ногу со временем, нам нужно встречаться с своими коллегами из других регионов, смотреть их наработки, смотреть организацию сферы поддержки инновационного бизнеса. С этой точки зрения, конечно же, Татарстан является лидером нашей страны. Это здесь уже свыше десятка лет. Это направление очень серьезно поддерживается со стороны государства, и сегодня оно уже превратилось уже в самодостаточную отрасль, которая генерит и тысячи рабочих мест, генерит огромное количество налогов. Уверен, что и якутское наше IT-решение, IT-технологии в ближайшее время уже смогут обеспечить достаточно серьезную часть нашей экономики своими решениями и, конечно же, займут достойное место в целом, скажем так, в структуре нашей экономики. Я хочу вас поблагодарить еще раз за предоставленную возможность, в том числе познакомиться с вашей хорошей большой командой. Сегодня мы уже говорили о том, что здесь 2 интересных проекта в области медицины. Один связан с так называемым таким первичным онкоскринингом, второй проект связан с распознаванием патологии на снимках компьютерной томографии. Эти 2 направления, которые мы возьмем в работу. Отделение Пенсионного фонда по Якутии сообщает об изменении графика доставки пенсий и иных соцвыплат в июне. Связано это с праздником, с Днем России.
Так, доставка выплаты по графику с 12 числа переносится на 11 в Якутске и пригородах. Доставка на дом 11 июня будет произведена за 11 и 12 числа. В связи с праздничным днем 12 июня, День России, доставка пенсий за 12 число будет осуществлена 11 июня пенсионерам, которые получают пенсии на дому. На федеральных трассах Якутии установят портативные камеры фото-видеофиксации правонарушений. Новая техника имеет возможность фиксировать нарушения скоростного режима прямо во время движения транспорта. По словам специалистов управления автомобильных дорог, данные камеры будут установлены в рамках федеральной программы БКАТ. Измерительные комплексы «Кордон Про-М» с видеофиксацией автоматически измеряют скорость движения транспортных средств с одновременным распознаванием номерных знаков и автоматическим выявлением машин в розыске. Имеется возможность загрузки баз розыска непосредственно на комплекс. Приобрели мы 6 единиц таких комплексов. Данная модель является уникальным, да, по России, потому что он будет фиксировать именно скорость при движении автотранспортного средства. Как видите, автотранспорт оснащен именно опознавательными знаками. И на автомобильных дорогах будут установлены соответствующие дорожные знаки, где будут информированы именно для работы мобильных комплексов. Новый комплекс вообще предназначен для снижения тяжести последствий на автомобильных дорогах. В этом году у нас зарегистрировано 16 погибших по всей республике, а в прошлом году аналогично было 24 погибших на автомобильных дорогах. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники архивов. Этот день призван привлечь внимание общества к сохранению исторического и документального наследия. Один из самых крупных архивов на Дальнем Востоке – это Национальный архив республики. В нем хранятся 1,5 миллиона различных документов. С 2014 года архив выбрал путь цифровизации. С нами на прямой связи находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Уля, приветствую. Сколько документов переведено в электронный формат? Сергей, добрый день. Действительно, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. Работу Национального архива республики мы показываем ежегодно, но сегодня вот мы решили сделать такую вот более интересную, наверное, интересный сюжет. И начнем мы сегодня его с отдела архива. Именно здесь, в этом отделе, реставрируются все самые старые документы, которые на сегодняшний день требуют, конечно же, острого такого своего омоложения, да, можно сказать. И рядом со мной сейчас находится начальник этого отдела Наталья Николаевна. Добрый день. Добрый день. Ага. Вот расскажите, пожалуйста, я вижу, у вас тут документ такой старый, да, вы сказали, он какого года? 1860-х годов, да? Вот чем именно вы занимаетесь, как его нужно вот отреставрировать, чтобы он, такой вот имел более такой хороший вид? Естественно, мы устраняем все механические и биологические повреждения документа. Документ может быть механический, это всякие заломы, дырочки, биологические, это повреждение плесенью документу. Наш отдел реставрации, можно сказать, что больничка. Там каждый документ болеет, можно сказать, и мы лечим этот документ. Документ, он не может говорить, он не может, просто молчит. А мы, естественно, его лечим и возвращаем ему первоначальный вид, и потом уже идет дальше, подшиваем его, переплетаем этот документ и поступает в хранилище уже хорошим документом. Самая проблема большая какая у них? Это плесень, да, скорее всего? Можно сказать, что это бич всех, наверное, архивов, это плесень, конечно. Но идет обработка, боремся с этой плесенью. А самое главное, это, конечно, хранение документа. Это должны быть комплекс мероприятий по сохранению нашего наследия документов. Не просто, чтобы только вот реставрировать, но и также должен быть температурно-влажностный режим соблюдаться. Очень много требований для наших документов должны вестись. В нашем архиве как раз это все есть. Вот мне сказали, что в день примерно
реставрируется около 50 листов, да? Это не примерно, это, как говорится, план наш. Да, да. А сейчас вот, знаете, нас заинтересовала вот такая вот, можно сказать, бандура, да, такая большая, да? Да, но сказали, что альтернативы этой старой вещи нет. Вот объясните, пожалуйста, это резак, да? Для чего он нужен? Это резак. Резак у нас 61 года. Это тоже наш приоритет сказать. Но почему мы не хотим от него отказаться? Потому что он очень доступен в работе. Он у нас идет самозатачивающий идет. И у него, как вот в старые добрые времена, делалось все на совесть, качественно. Поэтому, говорю, вот разметочки, все, вот каждая полосочка, и легче работать. Сейчас, конечно, очень мир не стоит на месте, прогресс как бы идет семимильными шагами, но дело в том, что там электрический, там все облегчает труд, но он как-то родной наш, как и мы все в архиве, все родные. Хорошо. Ну и еще одна, наверное, большая работа, которую сегодня архив проводит, это цифровизация документов. На сегодняшний день уже примерно оцифровано 70% всех описей. Да? После того, как они оцифрованы, уже любой человек, сидя из дома, может посмотреть, о чем этот документ, а если его уже нет в электронном формате, прийти сюда в архив и, конечно же, поискать то, что ему нужно. У меня на этом все, Сергей, спасибо. Уля, спасибо за информацию. Это была Ульяна Шагина из Национального архива Якутии. В первую смену летней оздоровительной кампании начнут работать 296 детских лагерей в республике. Из них 253 дневного пребывания, 26 стационарные загородные и 17 это лагеря труда и отдыха. В этих учреждениях проводятся проверки соблюдения требований санитарных норм. Особое внимание уделяется организации питания, качеству питьевой воды, допуску персонала к работе и корицидной обработке территорий. Так, к работе допускаются педагоги, прошедшие медосмотр, вакцинацию согласно национальному календарю прививок, а также гигиеническое обучение и аттестацию. Работники пищеблоков должны сдать анализы на возбудители вирусных кишечных инфекций. Всего в сезон летней кампании запланировано открытие более 550 летних оздоровительных учреждений. Летние каникулы только начались, и многие школьники Ленска хотят провести их с пользой. Находят время как для отдыха, так и для работы. На базе станции юных натуралистов организованы трудовые бригады. Ребята помогают подготовить оздоровительную базу «Алмаз» к заезду отдыхающих, рассказывает Светлана Балеева. Убрать засохшую листву, подмести бетонные дорожки, полить цветы. Эту несложную работу выполняют ребята из трудовой бригады на территории детского лагеря «Алмаз». Даниил Шевченко уже не первый год работает в трудовой бригаде. Признается, что рад, что есть такая возможность провести время с пользой, да еще и заработать свои собственные деньги. Решил сюда пойти работать, потому что, как-то решил, в общем, не сидеть дома. А то, чтобы ноги размять и немножко подзаработать. Я свои деньги хочу потратить в помощь моей семье, так как мама у меня справляется одна, и ей нужна, так сказать, мужская помощь. Таких, как Даниил, здесь мало. Он ответственно подходит к своей работе, делает все, что его попросят. Не стоит без дела, успевает сделать свою работу и помочь другим. Екатерина и Аксинья первый год работают в трудовой бригаде. Одной из девочек посоветовала сестра, другой – классный руководитель. Обе, долго не думая, позвонили, узнали, записались. Сегодня с удовольствием работают. Я узнала от сестры, она работала в прошлом году. Сказала, что здесь круто. Я тоже решила, почему бы и нет. Чем еще заняться летом? Лучше, мне кажется, полезным делом. Плюс еще можно заработать денег и потратить на то, что ты бы хотел. Я буду просто копить деньги, а потом решу, на что потратить. Каждое утро ребят перевозят на рабочее место школьный автобус. Трудится бригада с 9 часов утра до часу дня. Мы будем до начала открытия лагеря работать здесь, помогать озеленять, уборка, то есть все возможные благоустройства, отвечаем за полив растений, высадку. Сегодня ребята занимаются конкретно уборкой территории. А ребятам нравится, желающих на самом деле было очень-очень много. То есть и до сих пор звонят и спрашивают, а можно ли записаться. Каждый день у ребят проходит плодотворно и результативно. А главное, ребята уезжают домой с приятным чувством выполненного долга. Ведь каждый из них вносит свой весомый вклад в благоустройство территории лагеря, от которого зависит комфорт и отдых юных ленчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Далее о спорте. Детский футбольный клуб «Динамо» из Якутска стал победителем всероссийского турнира «Кубок будущих легенд» среди игроков 2011 года рождения. Соревнования прошли в Сочи. Юные якутяне под руководством тренера Ильи Павликова преодолели групповой этап, одержав 4 победы и сыграв одну встречу в ничью. В полуфинале турнира в серии пенальти ребята победили Вистинару из Екатеринбурга. Ну а в главном матче якутские футболисты со счетом 1-0 выиграли у клуба «Ла Лига» из Москвы. СФ Туймада отменен, но главное спортивное событие в рамках национального праздника игры Дыгына состоятся. Об этом сообщили в администрации столицы. Финальная часть турнира по национальному многоборью пройдет 26 и 27 июня. Получено разрешение на проведение мероприятия от Роспотребнадзора. Местом для состязаний станет спортивная арена стадиона Туймада. Соревнования пройдут без зрителей. Все 12 финалистов турнира извещены и продолжают подготовку. Напомним, победитель игр Дыгына этого года получит суперприз 1 миллион рублей. Атлету на втором месте вручат ключи от квадроцикла. Третий призер получит мотоцикл. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.